ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухтинском отделе Следственного комитета завершено расследование резонансного дела по факту пропажи после ее убийства Анастасии Щетининой. Следствие длилось порядка года, колоссальная работа сотрудников Следственного комитета, МВД и ухтинских спасателей. По делу, получается, проведен ряд сложных экспертиз. Это назначались и медицинские экспертизы, ситуационные экспертизы, дактилоскопические экспертизы. Экспертиз было проведено порядка более 20 экспертиз. Восстановление переписок в социальных сетях, изъятие переговоров по мобильному и просмотр записей камер внешнего видеонаблюдения. Все, чтобы доказать, убийство ухтинки было тщательно спланировано и совершено ее бывшим супругом. Расследование начинается 9 ноября вечером с паники подруг. Примерная мать не забрала ребенка из школы. Пока одна из давних знакомых уводит мальчика к себе, вторая бежит в полицию. На следующий день, так как было написано уже заявление, я не помню, часов в 6 утра уже позвонила полиция, что нужно скрывать, скорее всего, дверь. Но мало ли, может, она дома оказалась. Дверь взломали, зашли, посмотрели. В квартире видно было, что лежит шарф, какой-то беспорядок, дверь закрыта неправильно, не как Настя обычно закрывает. После вскрытия квартиры решено изъять записи камер внешнего видеонаблюдения. Одна из них направлена на подъезд. Видно, что мужчина с легким чемоданом в руках заходит в подъезд. Через несколько минут, в 8:40, туда заходит и Анастасия Щетинина. Она возвращается домой из школы, куда проводила сына-первоклассника. А в 9:05 из подъезда выходит этот мужчина с чемоданом. Но при этом, если он в подъезд заходил, он его просто так приподнял и зашел спокойно, то в 9:05 он выходит и видно, что ноша тяжела. То есть уже чемодан чем-то заполнен. Позже становится известно, мужчина с чемоданом – бывший муж Алексей Щетинин. С ним пострадавшая развелась еще в 2012 году, после нескольких случаев жестокого обращения. Но ни один мужчина не будет беременную жену душить за то, что она попросила его сделать потише телевизор. Это он делал уже на 2-м месяце беременности. Но когда он ее тогда избил до синяков, душил, и она в суд на него подала, вот тогда у него это и проснулось. Ты меня опозорила перед всеми людьми. И он так и сказал: я тебя убью, когда ребенок подрастет. Кто это всерьез мог принять тогда? По версии следствия, спустя 6 лет Алексей решил совершить задуманное. Незадолго до убийства познакомился с сыном, а после стал выслеживать ребенка и его мать. Материалами уголовного дела, в частности, было установлено, что вот этими аудиозаписями, что Алексей давно выслеживал Анастасию. Он своего сына тоже выслеживал, подглядывал из-за углов домов, выслеживал, какими путями они ходят, как они возвращаются из школы, какими тропами там идут. Причина ненависти к бывшей жене – неустроенная жизнь. Она будущая тушка, а нехер было мешать жить. Тем более мне. Тем более, да. Это часть разговора обвиняемого со своей сожительницей. Позже его собеседница поможет ему сокрыть преступление. Как установлено в ходе расследования, в ходе анализа и переписок, и прослушивания Марины Козловой, она должна была также прибыть этого же числа, 9 ноября, в оговоренное время, с утра, на своей автомашине, к рядом стоящему дому, забрать у Алексея Щетинина сотовый телефон убитой Анастасии и отвезти этот телефон подальше от Ухты. Исходя из изъятых разговоров между женщиной и ее сожителем, она была в курсе планируемого убийства. Так счастливо живем. Я говорю, в гости пригласим, и там аккуратненько чемодан. Да. Она что, такая маленькая, что ли? Да. Да? Да я сложу. У меня руки чешутся. Так, дальше что? Так, ну ладно, сейчас домой приду и расскажу все, что запланировал. Угу. Я даже придумал как, тебе даже не надо ничего делать. А мне надо было что-то делать? Ну, в смысле, там, посидеть со мной, там, или еще что-то. А, нет, ну это... перегонять. Не надо ничего уже. Все гораздо проще? Ну, полагаю, да. Во время проверки показаний на месте женщина будет отрицать свою причастность. Почему не спросили у него, зачем, с какой целью телефон выкинуть? Я потом спросила, все хорошо, то есть потом уже даже, наверное, когда начался на следующий день, то есть у меня уже возникли вот такие глобальные мысли, когда на следующий день вечером я увидела эту ситуацию. Марина Козлова оказалась не единственной, кто помог обвиняемому.
для совершения убийства Анастасии он привлек к себе в качестве соучастницы Ольгу Кузьминых. Роль ее заключалась в том, что она должна была 9 ноября рано утром подъехать на своей машине в оговоренное время к подъезду дома, где жила Анастасия, дождаться там Щетинина Алексея и потом вместе с ним проехать в сторону моста через реку Ухта, это в сторону города Сосногорска, избавиться от тела, затем привезти обратно Алексея Щетинина в город Ухту и там избавиться здесь от личных вещей Анастасии. Вот в этом заключалась ее роль. Именно с ее машины белого ВАЗа, в который мужчина с чемоданом положил свою ношу, начались разыскные мероприятия. В кратчайшие сроки был установлен водитель, девушка ВАЗ-21099, которая была, является жительницей города Ухты, но местонахождение было не установлено. Были проведены комплекс ОРМ, оперативно-розыскных мероприятий, и в одном из дворов города Ухты была установлена данная машина. Было принято решение задерживать данную девушку при посадке в автомобиль. Когда водителя доставили в Следственный комитет, она решила дать признательные показания и пошла на досудебное соглашение. Он сказал, что нужно будет свозить его с бывшей женой за границу. Поясните конкретно, что значит бывшей женой? Он сказал, что в чемоданчике надо помочь вывести. Он сказал, что нужно будет... Бывшая жена будет в этом чемодане, и нужно будет вывести. Вы для себя что поняли по ее словам? То, что там будет мертвый человек. Остальные же фигуранты дела так и не признались в содеянном. Но факты, доказанные следствием, говорят сами за себя. В ходе проведения оперативных розыскных мероприятий были установлены свидетели, которые рассказали о том, что когда мимо по мосту проезжали, видели мужчину и девушку с чемоданом. Эти свидетели подтвердили свои показания. Также у нас в ходе расследования появились свидетели, которые в принципе сказали о том, что Алексей Щетинин уже ранее был озабочен поиску киллера. Также к делу приобщены материалы из судов, в которых были рассмотрены заявления от Анастасии Щетининой о нанесении побоев и угрозы убийства. И даже с учетом этих доказательств расследование было затруднено отсутствием тела. Чемодан, выброшенный в реку Ухта 9 ноября, нашли только спустя полгода. Передвигавшийся по реке Ижма-спасатель, участвовавший в поиске еще осенью, будучи не при исполнении, увидел в воде странный предмет. Благодаря своему профессиональному чутью мужчина понял, что за страшную находку обнаружил, о чем незамедлительно сообщил. Там действительно был труп и шнур, которым бывший муж задушил Анастасию Щетинину. Дошла до проводов, нашла провод. На одной стороне один черненький колокольчик, а на второй два колокольчика, красный и черный. Не этот? Да. Теперь дело рассматривается в суде. Алексею Щетинину предъявлено обвинение в части 1 статьи 105 «Убийство». Действия двух фигуранток следствием расценены как пособничество в убийстве. Им предъявлено обвинение по части 5 33 статьи и части 1 статьи 105. В отношении Ольги Кузьминых дело выделено в отдельное производство, как с лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве.